Я хотела вашему вниманию сегодня представить две публикации, которые относятся к семье гайда, да, то есть к семье руководств. И первая публикация, с которой я хотела бы начать, это публикация, которая сейчас будет вам доступна, но единственно по одной на школу, пока на сегодняшний день это проекты тоже, это руководство по безопасным закупкам. Вот вы знаете, коллеги, дело в том, что когда мы говорим безопасные школы, да, мы говорим же, как говорил Алексей, о том, какие товары находятся в школах, какая мебель, какая посуда, какие линолеумы и так далее, какие осветительные приборы. Но это все не появляется в школах вот ниоткуда, да? То есть оно проходит через систему закупок. И именно поэтому нам важно поставить фильтр, да, базовый фильтр на систему закупок, чтобы в школах не появлялось тех товаров и продуктов, которые не отвечают требованиям безопасности. Я хотела сразу оговориться, что существующее руководство было подготовлено на основе нормативно-правовых актов и требований Кыргызской Республики, в том числе Министерства финансов и Министерства образования. И руководство было написано финансистами, в том числе это люди, которые работали очень долгое время в Министерстве образования и работали, в том числе готовили, например, стандарт подушевого финансирования, да, это Гульнара Розалиева и Исламбекова, Бактыгулиба и Мурзаев. И мы получили рецензии от Министерства финансов и Министерства образования. То есть на самом деле все, что здесь представлено, оно имеет легитимный статус, и вы можете спокойно пользоваться данными документами. Ну и так, как я уже сказала, аудитория для закупающих организаций, да, то есть для тех, кто как раз вот эти самые закупки проводит участвует в тендерах и так далее. Ну, содержание, да, я скажу несколько слов о том, из каких основных блоков состоит это руководство. Во-первых, сам процесс. Описан сам процесс закупки товаров и услуг для школ. Да, то есть каким образом, опять же, на основании требований нормативно-правовых документов. Во-вторых, требования к безопасности и качеству товаров. Вот, коллеги, вот этих требований практически нигде нет. Вот вы не найдете их объединенными все вместе. Да? То есть получается, что когда мы готовили это руководство, мы собирали, то, что называется, с миру по нитке, да, то есть мы разговаривали с Министерством экономики, с отделом по техническому регулированию, да, с Госстроем, Санэпиднадзором и так далее, потому что в том числе даже с Минсельхозом, вот я вам покажу сегодня о том, как это было сделано. Механизм защиты права на качественные товары, на качественные безопасные товары. То есть школам необходимо научиться это право отстаивать, да, и иметь возможность защитить. И непосредственно вопросы финансирования безопасности образовательной среды. Итак, о чем мы говорим сегодня? Да, что существует закон о государственных закупках. И вы, те, кто участвует в госзакупках, очень хорошо знаете, это база, на основании этого закона осуществляются все закупки. Существует положение о правилах, методике, инструкции и так далее, и так далее. Вот все эти нормативно-правовые акты, они тоже приведены в качестве приложений. Но само руководство получилось очень увесистое, порядка 300 страниц. Поэтому сегодня то, что мы вам раздаем в качестве проекта, там приложений пока нет. То есть приложения, то есть они занимают львиную долю. И там вот все эти документы приведены в этом приложении. Вы сможете точно так же заходить и по QR-коду, и когда оно будет выпущено, вы тоже все получите финальный вариант этого руководства. Следующий момент. Каким образом осуществляются государственные закупки? Вы все знаете, что сегодня существует процесс проведения государственных закупок через официальный портал госзакупок. Да? И он выглядит вот так. То есть это сайт, на который вывешиваются тендерные заявки, да? То есть что вы хотите закупить, что хочет закупить ваша школа или организация. И здесь должен быть регистрационный номер и так далее. И через этот сайт различные поставщики предлагают вам свои услуги, и вы потом выбираете на основании тех или иных критериев. Кто проводит закупки? Вот здесь вот это тоже выдержки из существующих нормативно-правовых актов о том, что организация должна иметь, да, определенную структуру управления закупками и регламент этой структуры.
Мы прекрасно знаем, что далеко не в каждой школе есть такая организация, она и не должна быть в каждой школе, потому что в основном такие структуры есть на территории районных управлений образования, да, которые как раз и осуществляют закупки для различных школ. Но в некоторых школах все-таки, где внедрено уже стандарт подушевого финансирования, там вот подобные комиссии, да, по проведению закупок есть. Ну вот тоже речь идет о том, что в случаях малочисленности штатных единиц создается конкурсная комиссия для проведения закупок. Да? И в данном случае, вот мы говорим конкурсная комиссия, но конкурсная комиссия может привлекать экспертов. Вот это очень важный момент, и я вот предлагаю вам обратить на него внимание. То есть экспертов или экспертную комиссию, которая поможет очень четко сформулировать требования к товарам и услугам. Потому что мы с вами в большинстве случаев, даже те, кто прошел уже и имеет сертификацию закупщика, да, государственную, далеко не всегда знают особенности тех или иных товаров. Ну и не должны знать особенности. И поэтому нормативно-правовые документы предполагают, что можно привлекать экспертов. Эксперт обладает правом совещательного голоса, то есть он не голосует. Соответственно, вот эксперт по разработке технических требований. И еще обратите внимание, конечно, далеко не все держат в фокусе вопросы безопасности, но всегда есть возможность высказать особое мнение. Да? И опять же, методические инструкции, методические указания и закон о государственных закупках предполагают, что любой член конкурсной комиссии имеет право высказать свое особое мнение, которое обязательно должно быть внесено в протокол заседания вот этой конкурсной комиссии. Почему я так детально это говорю? Потому что, к сожалению, то, что мы видим сегодня, да, практика проведения закупок, мы видим, что вопросы безопасности так или иначе не учитываются при в самом процессе. Вот обратите внимание, это пример из портала государственных закупок. Это закупка мебели. И вот смотрите, что какие, например, документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара. И мы говорим, все, вот здесь вот очень мало прописано документов. И в основном это финансовые документы, накладные, акты приемки, передач, счет, фактура и так далее. Но в этих документах нет никаких требований, касающихся безопасности. Хотя нормативно-правовая база наша это предусматривает. Технический контроль и испытания точно так же нет требований к этому вопросу. Гарантия, нет требований к этому вопросу. То есть зачастую проблема в том, что в школе появляются некачественные товары, во многом это вопросы ответственности вот этих закупающих организаций. И мы должны про это говорить, знать, да, и каждый раз проблематизировать, потому что нам с вами, коллеги, в школах работать с этими предметами. Вот буквально не так давно ученица моей школы, это где учится моя дочь, она говорила о том, что вот нам поставили мебель, но вы посмотрите, что это за стулья. Стулья имеют вот такой наклон. Это же невозможно, да? И опять же, благодаря требованиям санитарных норм и правил, они пытаются сейчас решить этот вопрос. А ведь проблема, понимаете, нам нужно занимать не реагирующую позицию, когда уже потом все уже случилось, уже деньги потрачены, товар поставлен, да? И мы по факту начинаем реагировать. Нет, нам нужно начинать вот эти превентивные действия с момента проведения государственных закупок. И это очень... Я и говорю, те, кто проводит, но вы должны говорить с ними. Вы же знаете так или иначе тех людей, кто участвует в этих государственных закупках. И следующий момент. Каким именно товарам предъявляются требования? Вот... безопасность качества мебели, лакокрасочные материалы, строительные материалы, оконные пакеты. Вы знаете, часто вот, например, окна плачут, да, говорят о том, что вот это вопрос, в том числе требования к оконным пакетам. Линолеумы, напольные покрытия, приборы освещения, качество посуды, учебники, продукты питания и многое другое. Вот что это вторая глава, которая очень детально говорит о том, какие требования предъявляются каким предметам, да? Ну вот например, спецификация оконные блоки. В этом руководстве мы очень детально прописываем примеры спецификаций, как они должны быть выставлены.
И в этом смысле у вас же есть связи с теми, кто проводит закупки. Пожалуйста, передайте им этот драфт. Нам важно, опять же, их мнение, да, что они скажут, но и чтобы эта информация была донесена до них. Вот какие ГОСТы должны быть использованы, да, что правильно написать. То есть это некоторая в помощь закупщикам. Вот сегодня, например, мы говорим о том, что окна должны быть энергоэффективными. Как определить, какие параметры энергоэффективных окон бывают, да? Какие швы должны быть для того, чтобы окна были установлены правильно и не текли, потому что зачастую из-за неправильного шва мы получаем вот эти вот потеющие окна. Опять же, требования при закупках мебели. Вот вы знаете, у нас в законодательстве существует достаточно большой перечень требований к мебели. Если вы даже откроете санитарные нормы и правила, вы увидите о том, что требования говорят, что мебель должна быть соответствующая возрасту, соответствующая росту, что она должна иметь наклон. Вот вы помните, есть у кого-нибудь в классе мебель, которая имеет наклон? 7-15 градусов должен быть наклон, 7-15 градусов. Это предусматривает Санпин. Но когда мы осуществляем закупки, мы никогда не выставляем эти требования. И поэтому в наших школах этой мебели нет. Опять же, вот вы, наверное, может быть, многие из вас замечали, что после ремонта, когда вносят новую мебель, совершенно вот покупают, есть специфический запах. Вот это тоже вопрос требований к качеству самого материала, ламината, из которого изготавливается мебель. И, к сожалению, как показывает опыт, некачественный ламинат может выделять в окружающую среду опасные химические соединения, которые, а представьте себе, вы педагог, который целый день находитесь в этом помещении. То есть на кого в большей степени будет оказано негативное воздействие? Конечно, на педагога, на детей. И мы должны думать не только о безопасности детей, но и о своей собственной безопасности, потому что педагоги имеют важнейшее значение в системе образования. Без них просто, ну вот как. И вы точно так же должны беспокоиться о своем здоровье. И именно поэтому в этом руководстве прописаны детальные требования к мебели, но я вам скажу одну вещь. Нам необходимо при любых закупках требовать сертификаты соответствия. Это требование законодательства. Без сертификата соответствия, вот прям, вот знаете, вот взять это за основное правило. Без сертификата соответствия никаких закупок. Нет сертификата, нет закупок. Конечно, вы мне можете сказать, ну, сертификаты могут покупаться, могут продаваться, у нас там, наверное, есть коррупция в этой сфере и так далее. Да. Но, по крайней мере, тогда ответственность за то, что выдан неверный сертификат, будет нести тот орган, который его выдал. Да? Но не та закупающая организация, которая закупила некачественный товар. Вот, коллеги, я хотела вам привести пример. Это кейсы, связанные с лакокрасочными материалами, красками. Наши коллеги из общественной организации «Независимая экологическая экспертиза» проводили довольно серьезное и детальное исследование по поводу содержания свинца в красках. Ну, вы знаете, свинец – это тяжелый металл, который очень негативно влияет на здоровье. И вот по результатам этого исследования было показано, что практически все краски, большинство красок, которые присутствуют на рынке Кыргызстана, содержат свинец выше нормы. Другой вопрос, что они определили, что, смотрите, в большей степени свинца содержится в зеленых, в ярких красках, зеленый, красный, желтый, видите, какое количество? То есть вот, в белых красках его содержится гораздо меньше, потому что свинец – это добавка, которая закрепляет вот этот вот цветовой, да, то есть цвет. Вот, смотрите, точно так же приведены примеры того, какие производители имеют наихудшие показатели по содержанию свинца. И это краска National, да, вы, наверное, ее все так или иначе знаете и видели на рынках. И вот 39 тысяч частиц на миллион, да, при всем при этом, что, к сожалению, у нас в нашем законодательстве четкой грани, сколько же частиц на миллион свинца, нет, да, но 90 частиц на миллион говорят в европейском законодательстве, а у нас 39 тысяч. Можете себе представить? То есть это количество, просто огромное, да? Декор, грант и так далее. То есть здесь
Вы можете посмотреть, и вы можете читать, там есть ссылки на исследования, тем, кому это интересно, прям вот идите по ссылке и смотрите эту информацию. Линолеум. Вот то, что касается линолеума, к линолеуму есть несколько вот параметров, да, это горючесть, воспламеняемость, токсичность, степень задымленности при горении, скорость распространения пламени. Каждый из этих параметров определяется буквой, да, вот, например, воспламеняемость и так далее, да, вот тут написано степень задымленности это D, T, РП и так далее. И вот при покупке линолеума необходимо, чтобы вот эта формула безопасности линолеума была не ниже, чем вот то, что здесь написано, да? И точно так же мы говорим о сертификатах соответствия. Без сертификатов соответствия никаких закупок линолеума быть не должно, потому что линолеумы точно так же могут содержать опасные вещества, формальдегиды. А представьте себе, вы стелите линолеум, топите, и это все поднимается в воздух. С учетом того, что у нас большее количество учеников, как правило, да, в классе, чем на то рассчитано. Безопасность и качество посуды. Тоже существуют требования Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, и там тоже есть параметры, связанные с мебелью, есть параметры, связанные с посудой, и тоже санитарно-эпидемиологические наши правила и нормативы, которые вы получили на руки. И вот здесь я просто хотела вам сказать о том, что есть на рынке, к сожалению, у нас посуда меламиновая, да, которая содержит, вот видите, вот такие значки, да, есть меламин, и это очень опасная посуда. То есть это посуда, которая, вот мы делали эксперименты, например, мы закупали посуду на узком рынке, причем детскую, которая вот, ну, ярко раскрашена, да, она такая, она очень легкая и похожа на пластик, да, но она что-то среднее между пластиком, ну, твердый пластик, да, то есть она не мягкая, она такая вот прочный твердый пластик, но очень легкий. И вот когда мы совместно с Департаментом Госсанэпиднадзора проводили опыт и смотрели, сколько же такая посуда содержит, выделяет формальдегида, да, то оказалось, что больше чем в 90 раз выше, чем ну, планка, да, безопасности. То есть речь идет о том, что эта посуда, да, предназначена для детей во многом. Почему? Потому что она очень практична, она не бьется, да, и она там ярко раскрашена, но это довольно высокие риски несет, особенно для маленьких детей. Я думаю, что эта информация может быть для вас полезна, как для родителей и так далее. То, что касается безопасности продуктов питания, я про безопасность и пищевую безопасность скажу вам вот в следующей своей презентации. Здесь я хотела отметить только два момента. Вот по отношению к продуктам питания мы требуем не сертификат соответствия, мы требуем вот такие документы. Если это мясо, молоко, яйца, то это ветеринарное свидетельство, да, это форма специфическая, да, которая обязательно должна сопровождать продукты животного происхождения. И вот такая фитосанитарный сертификат, да, это тот сертификат, который должен сопровождать продукты растительного происхождения. То есть если мы закупаем продукцию для питания в школах, мы должны обязательно требовать вот подобного рода документы. Механизмы защиты прав граждан. В Кыргызстане есть очень неплохой закон о защите прав потребителей, и он работает уже давно, с 1997 года. Другой вопрос, что им нужно пользоваться. И здесь очень четко говорится о том, что продукция, которая должна быть на рынке, она должна быть безопасной, информация об этой продукции должна быть доступной, ясной, читаемой и так далее. Но здесь же точно так же прописаны последствия продажи товара ненадлежащего качества. И прописано, что начиная от того, что потребитель может вернуть этот товар, потребовать большой скидки или потребовать вообще компенсации и так далее. То есть приведены ряд механизмов, как можно защищать себя от некачественных поставок. И точно так же это работает и для поставок на уровне организации, да, то, что мы говорим, на уровне школ. Поэтому этот пример, да, эти механизмы, они приведены в руководстве для того, чтобы закупщики тоже могли отстаивать свои права, и если поставщик нарушил те или иные требования, то вот требовать их исполнения. Вот вы знаете, это, конечно, очень мелко написано здесь, но это была схема, которая родилась в результате довольно детальных дискуссий, да, больших, с разного рода финансистами.
Потому что все время так или иначе задается вопрос, ну вот вы говорите про безопасность, а где взять на нее деньги, на эту самую безопасность? Нет денег, нет безопасности. Ну и в итоге это довольно спорный момент. Почему? Потому что, с одной стороны, чтобы обеспечивать безопасность, достаточно интегрировать требования в существующие финансовые потоки, как мы сегодня с вами говорили, в существующую систему закупок. Потому что, к сожалению, у нас в основном закупки идут методом понижения цены, да, и базовый параметр все-таки цена, да, но не качество. Пусть мы чуть-чуть переплатим, но мы должны иметь гарантию того, что эти товары и продукты не нанесут здоровья нашему подрастающему поколению. Потому что, вот, например, сегодня химическая промышленность производит огромное количество, ну, таких вот Индира Джакипова мне не даст соврать, довольно опасных веществ, которые опасны чем? Что они встраиваются в организм, они похожи на гормоны, особенно женские половые гормоны. И попадая в организм, они начинают менять, модулировать системы, иммунную систему, моделировать гормональную систему и так далее. И это опасно. И более того, посчитать ущерб от приобретения таких некачественных товаров крайне сложно. Но ущерб может быть, например, не сегодня, не завтра, а воздействие может быть отнесено через 5, а то и через 10 лет. Как, например, кейсы с асбестом. Вот вы знаете, вопросы асбеста, асбест запрещен практически во всех странах Евросоюза, но у нас не запрещен. Даже достаточно нескольких частиц асбеста при попадании в легкие, оно может вызывать негативные последствия для здоровья человека. Но негативные последствия могут наступать не через 5, а через 30 лет, например. И вот эту связь доказать крайне сложно. Поэтому нам нужно активно работать с рисками в превентивном качестве. То есть не допустить их, чем потом разбираться, от чего это возникло, как это лечить, и тратить колоссальные деньги на то, чтобы потом исправить ситуацию. А вот то, что касается вот этой схемы, коллеги, речь идет здесь о том, что у нас есть, с одной стороны, вот республиканский бюджет, да, как республиканский бюджет распределяет средства? Через Министерство финансов, это бюджетные счета и специальные счета, да, через стимулирующие гранты. Вы это получите, эта схема будет здесь, поэтому здесь это все равно нечитаемо. Стимулирующие гранты – это один из важнейших инструментов дополнительных средств на вопросы безопасности школы. Стимулирующие гранты передаются через органы местного самоуправления. И именно поэтому Владимир, когда начинал сегодня говорить, он говорил о том, что без связки с органами местного самоуправления мы вряд ли достигнем серьезных результатов. И это один из причин. Почему? Потому что нам нужно думать в том числе о получении стимгрантов, в том числе на вопросы безопасности. Местный бюджет и бюджетные счета, и бюджет развития, но бюджет развития, к сожалению, у нас так или иначе связан с донорскими ресурсами и с финансированиями по линии доноров. Вот. Но, тем не менее, нужно не сидеть на месте, писать те или иные заявки, становиться пилотными школами, реализовывать инициативы, в том числе по вопросам безопасности образовательной среды. Я понимаю, что надежды не так уж много, да, денег в бюджете немного, но она есть. И мы в рамках этого семинара тоже хотели показать вам, и приведем и дальше примеры, которые показали бы вам, как за счет низкозатратных вещей, а зачастую за счет изменения поведения и отношения можно повысить безопасность образовательной среды, на принципиально другой уровень. Коллеги, вот то, что касается в презентации руководства по безопасным закупкам, у меня все.